У Ольги Акрама, нашего ветерана, есть книжка «Телевидение. Жизнь моя». Вот я под каждым словом в этой книге подписываюсь. Реально, телевидение – это моя жизнь. Башкирское спутниковое телевидение — это же не просто стены, да, в которых ты вырос, в которых вот ты идешь по этим лестницам, ты помнишь, ты знаешь, сколько в каждой лестнице ступеней, и где какая дверь будет открыта в 10 утра, где в 12, где в 10 вечера. Ничего же не меняется. Это не просто стены, это люди прежде всего. Вот люди. Это те, кто вместе, это вот семья. Это не вписывается в категорию душевность, это какие-то этикеты, это просто надо. Первые руководители – Гариф Алиевич Гузаиров, председатель комитета по радиовещанию и телевидению. Именно он сформировал первый творческий коллектив телевизионщиков. Гали Харисович Гумеров, первый директор телевидения, рассказывали, что подчиненных он называл «дочка» и «сынок». Сегодня вы поближе познакомитесь с жизнью нашей республики, с ее мощной индустрией, богатой культурой и неповторимым самобытным искусством. Первый диктор Расима Каримова, студентка второго курса БГУ, владевшая башкирским, русским и татарским языками. Из 300 человек, пришедших на конкурс, жюри, тогда это называлась конкурсная комиссия, выбрала ее, девушку из Учелинского района. Вячеслав Левин, он и на радио, у нас и на телевидении был. После уже пришли Валерий Ермоленко, Зухра Вахтизина, красавица, прекрасная. Далее вот уже они долго работали, эти дикторы. Вот. Они даже после телевидения они совсем не ушли, а ушли на радио долгие годы работали. Новости читали на 2 голоса. И мой первый эфир на телевидении был с личностью легендарной. Это история нашего телевидения без всяких натяжек. Это Расима Каримова. Нельзя не сказать о Ниле Гаязовиче Дистанове, которого знают все. Я не побоюсь этого слова. Все просто. Словно хрипы в гортане ворон, барабанная дробь на походе, в магазине последний патрон, а в кисете табак на исходе. Я даже помню, мне мама рассказывала, еще не работала, мы шли по улице, и она говорит: ой, смотри, Дистанов идет. А мне тогда как Дистанова не воспринимал, мне больше Зухра Вахтизина нравилось. Да. И Дистанов, я говорю: ну и что? Ну посмотри, то есть вот какой он, посмотри, какие штаны у него. Тогда новичка пускали читать, да не срамно будет сказано, читать объявления. А что такое объявление? Продаются чулки, носки, заводу требуются фрезеровщики, токари. И вот ты весь в мыле. Но ведь прямой эфир, раньше не было записей. Ты в мыле сидишь, читаешь эти 5-7 минут, сколько тебе отпущено, и когда говорят: ну все, там лампочка загорается, ты закругляешься. Вы прослушали объявление, и все это живьем в эфире. Вот это был тренинг в живом эфире. И Скворцову, конечно, застала. Скворцову первые же годы, сразу, вот первый же год, 68-й год, Анна Скворцова, Расима Сагитовна и Марат Рафиков. Они строгие были, но советы давали деловые. Анна Георгиевна Скворцова легкая была женщина. Легко читала, легко, интересно. Легко вела. Материал для нее был доступен. Она как семечки их щелкала. Вот этим она меня поразила. Думаю, как так можно не волноваться? А потом я понял. Волнение всегда присутствует, но можно и нужно уметь это прятать.
Взял и спрятал. Марат Рафиков очень мне помогал. Вот стихи. Вот я до сих пор помню, как он учил меня стихи читать. Но он великолепно, конечно, стихи читал. Это вот просто прекрасно. Бүгінгі тапшыруыбызда Тәнзилә Үдәнбаева башкаруында халык йырдары һәм композиторлар язган әсәрләрдә яңгыраясак. Вот дал ему Бог, и все. И голос, и внешний вид, и все. И даже придурь какую-то, непонятную. Он в эфире так читал. Я это понял тогда, когда прошло много времени, я читал начитывал вот эти фильмы, передачи, какие-то начинал начитывать, я всегда его вспоминал. Всегда вспоминал Марата. Почему? Потому что его гениальность, его подача материала шла изнутри, на подсознание. Его никто не обучал. А вот на подсознание он умел это делать. И сделал это он настолько здорово и красиво, что не забывается до сих пор. Они вели информационные программы, концерты, репортажи с демонстрацией «Новогодние огоньки». В те не столь уж отдаленные времена дикторы еще не были звездами, да и слова такого еще не существовало. Их просто любили, как близких людей. У каждого из них был особый дар общения со зрителями, неповторимая манера подачи информации. Выпускающий редактор Эльвира Галеевна Сайфуллина, которая периодически появлялась в эфире. Настолько периодически, что очень многие считали, что она действительно является диктором телевидения, но она была выпускающий редактор. Тоже очень яркая женщина, запоминающаяся. Хөрмәтле тамашачылар. Хәзер һезнең игътибарыгызга Башкортстанның атказанган артисты Фәрит Бикбулатовның концертын карарга тәкъдим итәбез. Очень было волнительно. Я до сих пор этот день помню, как мои коленки прыгали, как я страшно испугалась. И это было для меня вечностью. Но помню каждую минуту, каждую секунду этого времени. Республика праздновала праздник 50-летия БССР. Передачи организовывали из районов, из больших наших городов. Приезжали очень много народу. Все эти программы были в прямом эфире. Были города, районы, которые не смотрели тогда нас. Вот, например, Сибай, Баймакский район. Для этих районов мы ездили в Магнитогорск, Магнитогорское телевидение, и через Магнитогорское телевидение мы показывали эти программы для этих районов. Безусловно, Валерий Петрович Ермоленко. Хороший был диктор, хорошо читал, хорошо вел, но мы с ним как бы конкуренты были. Потому что в свое время я ушел из дикторов, но работу ведущего я не бросал, и мы с ним как бы конкурировали. Спектакли по его пьесам ставились во многих театрах нашей страны и за рубежом. Когда он сел плотно на информационную программу, я занимался ведением таких передач. Ну, двое мужчин на русском языке, естественно, конкуренты. Ничего в этом плохого нет. Но мы как-то четко ограничили. Вот он читал четко информационные программы, а я был по художественной части. Стихи, там, ток-шоу, как сегодня говорят, там, ведение этих передач, значит, и все такое. А он занимался. И потом он ушел в режиссуру. А я ударился в звукорежиссуру со временем. Тем не менее, мы оба не бросали работу ведущих в эфире, ведущих и дикторов в эфире. Дикторам башкирского телевидения писали письма, посвящали стихи, обращались за помощью. Я помню, Валерий Петрович Ермоленко закончил работу и вышел на остановку. И как бы он ни пытался себя спрятать, надеть очки, там, одеть какую-то куртку понезаметнее. Как только он дошел до остановки, сел в маршрутку, все абсолютно повернулись в этом автобусе и сказали «Здравствуйте». Вот именно так это и было. Или транспорта по городу-то было немного, тогда еще не было маршруток.
наша любимая Расима Каримова жила на новостройке, оттуда ездила на обычном автобусе под номером 2. И всю дорогу она, так сказать, мило всем улыбалась, потому что все к ней подходили, рассказывала, отвечала на вопросы. Ну, это было, это на самом деле такова была жизнь. Там все было в прямом эфире. Если к 7 ноября, например, какие-то патриотические стихи мы читали там по часу, по полчаса, это все было живьем в эфире. С легендарными людьми приходилось встречаться, с героями того времени, с героями большой буквы. Муса Гасин-Джигареев, дважды герой Советского Союза, наш штурмовик-летчик. Вот я с ним разговаривал, потом, как оказалось, это был единственный и последний фильм. Кумир моего детства Зухра Бахтизина, Валерий Ермоленко. Счастья и благополучия вам, дорогие ветераны! Зухра Бахтизина, она моя коллега, она пришла чуть-чуть позже, чем я, но читала очень хорошо. И по тем временам она была действительно профессионал. Много ведущих прошли опять через детскую редакцию и через мои передачи. Вот Флёра Мурзина, одна из них была, я специально для нее создала, открыла цикл «Веселые картинки». Вот, она должна была рассказывать крупным планом на это, рисунки детей. Она объявляет, из какого района, что за рисунок, по какому поводу. Ну, так коротко, каждому рисунку я пишу тексты, Флёра их читает. Әле Фән Вәли Әхмәтов башкаруында Мөфтәдин Гыйләҗевтән Риф Мифтахов хәбәренә язган «Һагындыра бит ул тауган як» дигән йыры яңгыраны. 79-й год. Искренне и от всего сердца поздравляем вас с наступившим Новым годом! От души желаем вам творческих успехов в труде, крепкого здоровья и личного счастья. Пусть наступивший 4-й год 10-й пятилетки принесет вам новые победы и достижения. С новым счастливым годом, друзья! Гаташ Шайхутдинович Имаев 26 лет руководил башкирским телевидением. Мудрый, принципиальный, порой резкий. К его советам, часто обижаясь, мы прислушивались, лишь с годами поняв и оценив справедливость многих его слов. Для нас он был и остается учителем. 26 лет. Только тот, кто занимал кресло руководителя, а особенно руководителя идеологической организации столь долгий период, может понять, насколько тяжела была эта ноша. Вообще, Гаташ Шайхутдинович всегда на меня произвел такое впечатление такого монстра, кита, рассудительного, спокойного, грамотного. Ну, он для меня очень здорово тогда повлиял. Ну, первый раз при первой встрече. Был человек с большой буквы, так можно сказать. Он был честен, он был добр, но в то же время он умел воспитывать как настоящего мужчину. Я не успел при нем поработать, может быть, и сам тоже ощутил бы все это. Например, мне рассказывали, что если журналист, корреспондент со сценарием заходит к нему утвердить, и если там была хотя бы одна орфографическая ошибка, то этот человек получал очень сильный нагоняй. Это было жестко и хлестко. Он не пользовался своей должностью, своей властью, имея такой большой коллектив и будучи в авторитете в то время в обкоме партии тоже, да, он никогда не пользовался этими благами. Я очень благодарна своему первому директору телевидения. Я очень хорошо человека помню. И каждый раз вот вспоминая его, я как-то как солдат, у меня уже спина выпрямляется, уже я как-то перед ним отчитываюсь. Этот человек Гаташ Шайхутдинович Имаев. Я могу это даже прямо сказать, он меня полюбил как редактора, как вот именно молодого специалиста с первых минут. Несмотря трактовых репетиций, он никогда программы не выпускал в эфир.
так как вот настолько ответственно, все же проходило все по прямому эфиру, да, у него в кабинете стоял телевизор, и все трактовые репетиции, естественно, он в кабинете сидел, смотрел. Это был очень серьезный, это был очень грамотный, это был очень толковый руководитель. Я вот сейчас смотрю тоже с высоты прожитых лет, и я хочу быть похожим на него, на Агату Шайхутдиновича Имаева, потому что каждое слово, которое он говорил, это было золотое слово. И почему-то всегда казалось, и до сих пор мне кажется, что это правда последней инстанции. История телевидения, история республики. Бесконечная признательность нашим коллегам, оставившим богатейший архив. Он бережно хранится в телевизионном фонде. Репортажи, сюжеты, интервью, очерки, фильмы. 1962 год. Всего 3 года прошло после открытия нашего телевидения. Первый фильм «Башкирский кумыс». Автор Равиль Хакимов, режиссер Гали Кудашев, оператор Фарид Гайнанов. Мы все свои фильмы сдавали в Москве, в центральном телевидении. Первый раз мы здесь сдаем. Есть мультфильм, фильм называется. Это точь-в-точь вот наша работа. Мы здесь в худсовете сдаем фильмы, здесь наше руководство Компартии все смотрят, дает свои замечания, мы устраняем, когда фильм практически с нашей точки зрения готовый, мы везем его в Москву. В Москве в Шаболовке там смотрит там человек 12-15, и техническую часть, и смотрят, и творческую часть, операторскую, звукорежиссерскую, всю работу смотрят, потом они замечания дают, исправить их замечания. Мы едем обратно из Москвы, исправляем все их замечания, потом еще везем. И когда фильм наш принимают, и потом заранее говорят, вот такой день будет по центральному телевидению транслироваться наш фильм. В то же время центральное телевидение смотрело все союзные республики, Украина, Белоруссия, Средняя Азия, все, Прибалтика, все смотрели, писали письма, там наши земляки, они видели свою родину, республику нашу. И, конечно, это было здорово. Через год сняты еще 2 фильма. Гумер Теляшев о прославленном нефтепереработчике, герое социалистического труда. Свою профессию журналиста я не променяю ни на какую другую. Сколько она позволяет мне узнать интереснейших судеб. А если еще человек откроет тебе и душу, ты по-настоящему счастлив. Сегодня я на Новоуфимском заводе тоже не случайно. Работает здесь один интересный человек. Зовут его Гумер, фамилия Теляшев, нефтепереработчик. Мы с ним, правда, знакомы, но далеко не друзья. И подружим ли, но я не теряю надежд. Верю в удачу, в свою интуицию. И Меридиан большой химии. На этом меридиане в 30-х годах велись упорные поиски нефти. Разведчикам недр приходилось работать в невероятно трудных условиях. Почти необжитые места, бездорожье, но они настойчиво шли к цели. Самоотверженный труд геологов, посланных в башкирские степи партии, увенчался замечательным успехом. Всю нашу необъятную страну, словно песня, облетела радостная весть. У старого Баку родился младший брат. Была киностудия своя на телевидении. Вот. И были кинооператоры, которые ездили по республике и снимали эти сюжеты. Была у нас своя лаборатория, которая проявляла пленки. Вот. То есть все это было здесь. И был хороший, огромный архив фильмотека.
Это очень сложно сделать, чисто вот технически, потому что в контровом свете, а снимали они на пленку тогда, нужно было знать чувствительность пленки специально, да, подобрать для дневного света, поставить, то есть на видеокамере мы смотрим через видеоискатель, а на кинокамере через визор. И, то есть, оператор, снимая, он должен знать, насколько должна быть диафрагма, какой световой поток падает, какая чувствительность, чтобы пленка была не пересвечена, и в то же время, чтобы изображение было видно, четко, понятно и контрастно. Ренат Амирханов – один из тех, кто стоял у истоков создания телевидения республики. Он стал режиссером и оператором сразу 2 фильмов «Возвращение света» и по виду прозрения недолг. Всего 50 минут. 50 минут великого мастерства и предельного напряжения от хирурга. Язык не поворачивается сравнивать его работу с искусством ювелира. Здесь все неизмеримо искуснее, когда все существо сосредоточено на кончике ножа. 50 минут великого напряжения от больного. И в том же соавторстве, в том же 1966 году вышел фильм «Ледяное кольцо скоростей». Спортсмены приложили максимум усилий. Одни, чтобы оторваться от преследователей, другие, чтобы достать лидера. В третьем заезде Абдрахман Кадыров встретился с Антонином Швабом, который перед этим выиграл у советских спортсменов Юрия Дудорина, Виктора Кузнецова и Бориса Самородова. Башкирское телевидение чем отличался, скажем, от других региональных студий? Это какой-то такой, по тем временам, всесоюзно известный факт. Обычно студии все, несли информационную нагрузку, новости, какие-то, более-менее развлекательные передачи. Спектакли снимали со сцены ПТСом, а башкирское телевидение делало практически как центральное телевидение. Была редакция художественных программ и делались постановочные работы. А ведь сколько было снятых замечательных фильмов о хлеборобах, скажем, о героях соцтруда, которые придумывали новые сорта, допустим, ржи, пшеницы, выращивали, ведь кто-то там молока. Вот сейчас это смешно, но сейчас опять к этому вернулись. А ведь богатейший был опыт, и мы его показывали. И снимали не как сейчас на ТЖК, на тележурналистский комплекс, снимали на кино, то есть на кинопленку. Настоящее кино, потому что тогда ТЖК не было. Снимали на кинопленку, обрабатывали этот материал, накладывали звук, монтировали все это на монтажных столах. Все это довольно интересный процесс, интересно было работать, и ты всегда себя чувствовал в составе этого творческого коллектива, что ты немаловажное, в общем-то, извините меня, колесо в этом механизме. Ведь были и такие, которые в годы Великой Отечественной войны с камерой в руках освещали, привозили хронику с фронтов для журнала, для жителей, кто работает в тылу, и показывали тяжелые будни фронтовых дней. У нас в республике был такой оператор Амиров Гильван Галимудинович, один из первых операторов, кинооператоров, которые были основатели, можно сказать, той же киногруппы, которые после фронта работали в ГТРК Башкортостана. Они снимали фильмы о Мусе Горееве. Вот таким и видел скульптор в том незабываемом 45-м году Мусу Гореева. И таким прилетел он в родную деревню Таш-Чешма.
радость матери, гордость отца. Птицы узнают в полете, коня на подъеме, джигита в бою. Так говорил Гайса Гареев, провожая своего сына на фронт. Муса оказался настоящим джигитом.